Уважаемые коллеги, доброе утро. Может быть, у кого-то уже добрый день. Я надеюсь, что меня слышно и видно хорошо, но самое главное, чтобы была видна наша презентация, потому что и это наш сегодня с вами основной материал. Пользуясь случаем, хотелось бы вас еще раз сердечно всех поприветствовать, потому что мы работаем с вами в одной команде на протяжении многих лет, и на самом деле очень приятно, что к нам присоединяются все новые и новые участники. И неважно, имеют ли они опыт работы уже в качестве членов жюри, в качестве разработчиков заданий, важно, что мы все вместе и что мы все работаем на Всероссийскую олимпиаду школьников. Дорогие друзья, коллеги, все те, кто к нам сегодня подключился, мы сегодня с вами попробуем пройтись по всем вопросам, которые имеют практическое значение для нас всех. Мы это делаем по одной причине. Дело в том, что все-таки Олимпиада, хотя мы с вами проводим на регулярной основе, нам никогда не повредит освежить некоторую информацию и познакомиться с теми изменениями, которые произошли или произойдут в самое ближайшее время. Дорогие коллеги, дорогие друзья, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать это в чат, желательно не в общий чат, а там, где у вас есть отметка «Вопросы». Если по какой-то причине я не смогу сразу же отреагировать на ваш вопрос или он поступит позднее, то обычно мы с коллегами договариваемся так, что какую-то часть вопросов Федеральный центр олимпиадного движения обрабатывает самостоятельно, а там, где требуется наша консультация или, может быть, какая-то помощь, или, может быть, какой-то ответ из практического опыта, то мы, конечно, охотно подключаемся и всегда взаимодействуем с вами. Хотелось бы поблагодарить вас также и тех коллег, которые не растерялись на региональном этапе, все те, которые отработали на 5 с плюсом, а это были все участники, все регионы, потому что мы, когда посмотрели справку, любезно предоставленную нам опять же, Федеральным центром олимпиадного движения, где была показана вся статистика и об участниках, и о регионах, и о том, как выполняли наши подопечные ребятки все задания регионального этапа, уже максимально приближенного к заключительному этапу. Мы были довольны основными результатами, потому что статистика показала то, что пороговый уровень 60% был пройден, даже выше, и то, что ребята в целом справились со всеми заданиями, которые были включены в олимпиадные конкурсы, в олимпиадные туры. Ну что ж, теперь, если возражений нет, и если все уже успели подключиться, на наших часах уже 9:03, мы тогда приступаем к нашей сегодняшней работе. Несколько слов я позволю себе сказать, дорогие коллеги, о нормативно-правовой базе. Этому посвящены несколько слайдов. Почему я обращаю на это внимание? Потому что нам всегда необходимо и полезно знать, чем мы руководствуемся при разработке своих заданий и что мы должны обязательно соблюдать, на что мы должны обратить особое внимание. Значит, напоминаю, что порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников утвержденный, и вы видите всю информацию на слайде, это документ, который является для нас основополагающим, потому что все, что мы с вами делаем при разработке и школьных заданий, и муниципальных, и, скажем, при подготовке туров на региональный заключительный этап, мы, конечно, апеллируем к этому документу с учетом, конечно, тех новаций, изменений, которые там уже присутствуют. Для себя еще раз скажу, что, коллеги, методические рекомендации по организации проведения школьного и муниципального этапов мы уже подготовили. Я знаю, что они уже находятся в свободном доступе, и поэтому та информация, которая сегодня не прозвучит, вы можете ее почерпнуть дополнительно из этого документа. Он достаточно объемный и большой, не пугайтесь его размеров. Вы знаете, что мы всегда стараемся прописать все достаточно четко, детализированно и максимально приближенно к реальной действительности. Тем не менее, если вдруг какие-то вопросы возникнут, и мы прекрасно понимаем, что это нормальная, абсолютно рабочая ситуация, спокойно пишите, и все, что мы сможем разъяснить, мы обязательно разъясним. Там, где мы поймем, что это вопрос не нашего уровня, да, не Центральной предметной методической комиссии, нам есть к кому обратиться. Прежде всего, это Федеральный центр олимпиадного движения и, конечно, наши коллеги из Министерства просвещения России, которые активно поддерживают наш олимпиадный дух и нашу олимпиаду, и в том числе по иностранным языкам, и в частности по немецкому языку. Сами мы, как предметно методическая комиссия, работаем на регулярной основе.
И вы знаете, что вышел уже приказ за номером 330, где были указаны уже изменения, внесенные в состав Центральных предметно-методических комиссий. Напоминаю, что мы стараемся часть комиссии тоже менять на регулярной основе. Мы это делаем как минимум в соответствии с теми предписаниями и рекомендациями, которые нам дает Министерство просвещения, и то, как это рекомендовано на государственном уровне и в области образовательной политики Российской Федерации и так далее, и так далее. Но и из других соображений. Дело в том, что мы точно так же, как и все остальные, подращиваем наши кадры и очень надеемся на то, что у нас в команде будут работать со временем очень опытные люди, имеющие достаточной практики при составлении и при разработке заданий олимпиадного уровня. И это очень важно для нас всех. Хотелось бы еще также обратить внимание, что, еще раз подчеркну, что вся необходимая информация изложена в наших требованиях, и то, что вы в методических рекомендациях получите всю информацию, которая вам необходима для организации проведения школьного и муниципального этапов, да и на самом деле и для последующих этапов Олимпиады. Итак, несколько слов о новом порядке. Это как бы продолжение предыдущей части. Вы знаете, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой у нас были определенные такие волевые решения, связанные с тем, что результаты регионального этапа были приравнены в части, касающейся выпускников, учащихся 11 классов, к заключительному этапу. И мы знаем также, что это решение, на наш взгляд, было не просто обоснованным, а единственно возможным на том этапе и в тот момент. И мы рады тому обстоятельству, что все ребятки, которые приняли участие в региональном этапе из 11-классников, что они не пострадали в результате вот такой сложной, независящей от нас обстановки и независящих от нас обстоятельств. Тем не менее, никто не исключает, что ситуация может измениться, и поэтому очень просим вас обратить внимание на постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Я не буду зачитывать это длинное название, но мы понимаем, что речь идет о ковиде, но это может быть что-то и иное. Но обратите внимание на то, что очень многие вещи, которые там прописаны, их нужно учитывать при организации и проведении школьного муниципального этапов. Обратите внимание еще также и на то обстоятельство, что постановлением запрещается проведение массовых мероприятий. Имейте это в виду, особенно это касается проведения, скажем так, да, Олимпиады сейчас в очном формате, потому что вы знаете, что школьный этап и муниципальный этап – это массовые этапы. И, конечно, нужно распределить детей по аудиториям и по классам таким образом, чтобы не нарушать это требование. Обратите внимание на необходимое соблюдение также социальной дистанции и на наличие масок и самых различных средств индивидуальной защиты. Просто обращаем на это ваше внимание, потому что это здоровье наших детей, и мы бы не хотели, чтобы Олимпиада и ребята, которые принимают участие в этой Олимпиаде, пострадали только из-за того, что мы с вами не очень слаженно где-то сработали. Ну, хотелось бы этого избежать. Напоминаю также, что при организации школьного и муниципального этапа необходимо предусмотреть, к сожалению, два сценария. Вот обычный наш сценарий, когда мы проводим с вами Олимпиаду в очном формате, в очном режиме, и тот случай, когда придется применять информационно-коммуникационные технологии. Конечно, это двойная нагрузка на коллег, и неважно, идет ли речь в данном случае об организаторах или о членах жюри, о членах предметных комиссий, о тех, кто будет непосредственно работать. Коллеги, здесь предлагаем вам подстраховаться и просто продумать варианты, от чего бы вы могли при необходимости отказаться, например. К сожалению, это тоже может произойти. Или наоборот, рассматривать это как вызов 21 века и, в общем, принять какое-то такое волевое решение с тем, чтобы ребята приняли участие во всех олимпиадных турах. Поэтому, коллеги, обращаем на это ваше внимание. Если технические возможности вам это позволяют, подумайте, как лучше предусмотреть запасной вариант, запасной сценарий, который обеспечит вам нормальное проведение олимпиадного тура, тем более такого массового, как школьный и как муниципальный.
Вы знаете, что решение о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий принимается организаторами. Посмотрите, пожалуйста, по тексту презентации. И обратите внимание, вот меру ответственности, то есть чем выше уровень проведения Олимпиады, я имею в виду, чем серьезнее этап, региональный или заключительный, тем сложнее у нас становится иерархия, и понимаете, насколько серьезна процедура согласования. Это также надо учитывать и принимать к сведению. И заключительный этап, я понимаю, что пока об этом говорить преждевременно, но тем не менее это уже уровень Министерства просвещения России и согласование с Рособорнадзором. Пожалуйста, обратите внимание, насколько серьезно наша государственная структура относится к олимпиадному движению, да и, собственно говоря, к здоровью как нашему, так и наших подопечных, ребят, которые принимают участие в Олимпиаде. Итак, а теперь немножечко практики. Те вопросы, здесь вот выведены, их не так много, но они очень важны для нас всех, потому что это часто задаваемые вопросы. И вполне вероятно, что кто-то, может быть, готов был его уже сразу же нам задать, а мы немножечко предвосхитили ваши вопросы и понимаем, что это те вещи, которые нужно просто знать, потому что вам задают и школьники, задают и родители, родительская общественность, задают преподаватели, учителя, задают все заинтересованные лица. Вот один из таких очень часто задаваемых вопросов – это кто принимает участие в Олимпиаде. Пожалуйста, это обучающиеся общеобразовательных организаций. И вот что немаловажно, и мы это специально здесь выделяем, речь идет также и о ребятах, которые осваивают образовательные программы либо в форме самообразования или семейного образования. Такие случаи бывают, случаются, и для того, чтобы у организаторов не было сложностей, да и чтобы никто из участников олимпиадного движения не пострадал, просто обращаем ваше внимание на такую новацию, на такое вот отдельно выделенное уточнение. Следующий вопрос, конечно, он касается предметников, коллег, которые непосредственно работают над конкурсными заданиями. И, конечно, вопрос, как разрабатывать комплекты заданий. На всякий случай напоминаем вам, мы понимаем, что вы владеете этой информацией, но в таком структурированном виде она, может быть, вам будет полезной, тем более, что не нужно будет перечитывать тогда весь объем методических рекомендаций, а достаточно будет взглянуть на нашу презентацию для того, чтобы соответствующие уточнения получить. Значит, школьный этап проводится по заданиям для 4-11 классов, муниципальный 7-11 и уже последующие сложные этапы только для 9-11 классов. Мы понимаем то, что это мы прописали и в наших методических рекомендациях. Конечно, четвероклассники разительно отличаются от 11-классников, и поэтому настоятельно рекомендуем при сохранении всех туров олимпиадных все-таки учитывать то, что четвероклассники только набираются турнирного опыта, и поэтому, конечно, они впервые, многие из них будут знакомиться вообще с Олимпиадой, с олимпиадным движением, и поэтому наша функция скорее мотивационная. Нам нужно, чтобы ребятки попробовали на практике, что такое Олимпиада, чтобы у них получилось хотя бы первичное такое, чтобы они получили хотя бы первичное такое понимание о том, что это, к сожалению, не игра, это соревновательные туры, и что нужно участвовать, то, что нужно серьезно готовиться. Так, вы можете сказать, да? Значит, к ним нужно готовиться, и что это серьезная работа, но та, которая дает конкретные результаты. И чем раньше ребята начнут участвовать в олимпиадном движении по иностранным языкам, в частности по немецкому языку, тем быстрее, конечно, они приобретут необходимые практические навыки, и тем легче им будет на последующих этапах Олимпиады, тем легче им будет работать и дальше, и потом мы будем просто понимать то, что мы готовим реально будущих олимпиадников, способных своим трудом и в результате своих интеллектуальных усилий добиваться весомых результатов. Сроки проведения этапов Олимпиады тоже частый вопрос по одной простой причине. Мы должны это учитывать в своем графике и в своих планах, естественно, и в своих календарях. Мы немножечко по-другому это изобразили в методических рекомендациях, но суть от этого не поменяется. Значит, школьный этап не позднее 1 ноября, то есть если вы сейчас еще не стартовали, то, соответственно, время еще есть, достаточно для того, чтобы организовать и провести школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Муниципальный этап ближе к Новому году, до 25 декабря, и мы прекрасно понимаем, что мы бы хотели уже уйти в Новый год с соответствующими результатами. Региональный этап не позднее 1 марта и заключительный не позднее 30 июня. А сроки, в принципе, вам уже известны, они у нас традиционно не меняются, они только варьируют внутри, потому что мы понимаем, что 24 образовательных предмета, и все надо увязать в один единый график и максимально избежать пересечения. И мы прекрасно знаем, какую работу проводит Министерство просвещения для того, чтобы все эти вопросы, на первый взгляд, достаточно простые, но тем не менее невероятно трудоемкие, решить. Как работать с участниками СОВЗ? Вы знаете, что мы тоже вели дискуссии на эту тему и всячески, конечно, пытались и стараемся идти навстречу нашим ребятам, которые имеют некоторые ограничения по здоровью. Напоминаю, что касается олимпиад по иностранным языкам в целом, и в том числе, естественно, по немецкому языку, мы работаем с 4 категориями лиц, имеющими ограничения по здоровью. Это обычно нарушение с опорно-двигательной системы, это слабо видящие, слабо слышащие и страдающие дислексией. И мы знаем, что эти участники могут принимать участие именно в олимпиадах по иностранным языкам, в том числе и по немецкому языку. Но вот все, что прописано в настоящий момент в нормативно-правовой базе, участники олимпиады и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. Понятно, что мы должны будем там предусмотреть и для слабовидящих, например, более крупный шрифт. Понятно, что для слабослышащих необходимо будет варьировать громкость, скажем, при прослушивании аудиозаписи или при формировании комплекта заданий. Также понимать, что у ребенка-инвалида с нарушением опорно-двигательной системы должен быть обязательно сопровождающий человек, кто-то из волонтеров или кто-то из авторизованного персонала. Но тем не менее мы понимаем, что эта тема, как бы она ни остра ни была, но речь идет все-таки об олимпиадном движении, речь идет об интеллектуальных состязаниях. Да? И здесь мы должны обеспечить равные условия участия для всех участников. Так, следующий слайд, наверное, мы уже перейдем к нему. Образцы олимпиадных заданий. Вы знаете, мы с коллегами очень часто говорим на тему, да, где взять образцы олимпиадных заданий. Дорогие коллеги, все, что мы проводим, мы все отсылаем нашим коллегам, нашим операторам, и они выставляют все то, что уже прошло на сайтах, и это находится в свободном доступе. И вы знаете, что мы традиционно придерживаемся определенных форматов, и это позволяет вам готовить ваших ребят, ваших подопечных к тем турам, которые реально заявлены, и к тем форматам, которые реально будут представлены, невзирая на самую эпидемиологическую ситуацию, невзирая на то, что может поменяться среда проведения. Да? То есть мы из очного формата перейдем в дистантный, в электронный или виртуальный. То есть несмотря на это, мы стараемся сохранить всю модель, которая вам знакома, и та, которая себя оправдывает, потому что позволяет проверять уровень сформированности межкультурной коммуникативной компетенции по немецкому языку или шире по иностранным языкам. Что мы настоятельно рекомендуем разработчикам заданий? Дорогие коллеги, мы знаем, что вы опытные специалисты, мы знаем, что вы болеете душой за дело. И прекрасно знаем, что вы уже, если включились в олимпиадное движение и пройдя единожды этот весь цикл, конечно, вы знаете, что делать и как делать. Тем не менее, позволим себе напомнить, что мы сочетаем задания разного типа и разного уровня сложности. И здесь, опять же, да, когда речь идет о школьном или муниципальных этапах, мы, конечно, идем навстречу нашим ребятам. И основная наша цель – это создать им такую мотивацию, чтобы они вошли в олимпиадное движение и охотно участвовали в интеллектуальных состязаниях. Для нас это очень важно. И формировать задания следует таким образом, чтобы какая-то часть заданий все-таки, или хотя бы одно из возможных заданий, все участники олимпиады выполнили. Это очень важно с тем, чтобы они видели свои первые конкретные результаты. Речь не идет о том, чтобы эти задания были примитивными, но они должны соответствовать уровню
тех ребят, которые принимают участие в олимпиадном движении. И с одной стороны давать им шанс проявить себя, и с другой стороны показать опытным преподавателям и тренерам, над чем нужно работать в дальнейшем с тем, чтобы достигнуть более высоких результатов. Если вы минуту подождете, я переключусь на чат вопросы, просто проверить, может быть, какие-то из них уже появились. Так, пока таких текущих вопросов нет, значит, мы с вами идем в общем тренде, в общей линии. Следующий момент, который мы бы просили учитывать, это обеспечение комплексного характера проверки коммуникативной компетенции. То есть, конечно, нам бы хотелось, чтобы вы провели все конкурсы Олимпиады. Мы со многими коллегами уже говорили на эту тему. Конечно, устный тур очень трудоемкий. Мы понимаем, что организовать и провести массово, устный тур, разбить всех ребят на команды, дать возможность им подготовиться, дать возможность им выступить, это очень серьезные усилия со стороны организаторов и членов предметных комиссий. Мы это прекрасно понимаем. Но тем не менее настоятельно рекомендуем все-таки дать им возможность поучаствовать в устном туре. Тем более это очень важно для ребят, изучающих немецкий язык, потому что вы знаете, что социальная компетенция является одной из таких вот ведущих именно в немецкоязычном социуме. Soziales Verhalten – это умение работать в команде, Teamarbeit, это умение слышать и слушать других, это умение вовремя отступить, вовремя согласиться, вовремя, выразить свое мнение, при этом придерживаясь принципов вежливости и тех конвенций, которые приняты в немецкоязычном социуме. И, конечно, эта вещь для нас ключевая с точки зрения, опять же, соблюдения особенностей менталитета, учета специфики немецкоязычного региона и многих других вещей. Пожалуйста, постарайтесь не отказываться от устного тура при необходимости. Только в случае острой необходимости, конечно, вы можете им пожертвовать, но мы бы не хотели, чтобы от этого пострадали ребята. Хочу поделиться немножечко опытом. Когда мы проводили региональный этап, очень многие коллеги сталкивались с такой ситуацией, что у них недостаточно было участников для того, чтобы сформировать, скажем так, команду из 3-5 человек для проведения устного тура. То есть кто-то мог не доехать, не добраться по каким-то причинам на региональную площадку. И в паре регионов такие сложности были. И спасибо огромное нашим коллегам, председателям комиссии, членам жюри, всем организаторам, которые не были равнодушны. Вот поступили уже первые вопросы, я сейчас на них обращусь, к ним сейчас обращусь. И мы решали эти вопросы коллегиально, с тем, чтобы все-таки участник и ребенок не пострадал в этой ситуации. То есть мы при сохранении всех условий давали ему возможность взять на себя одну из социальных ролей и, соответственно, принять участие в устном туре. Так, коллеги, здесь я вижу эмоциональные уже высказывания, я к ним, пожалуй, вернусь. Подскажите, пожалуйста, в требованиях указано, что можно принимать участие в школьном этапе с 5 класса. Вы сейчас обозначили с 4 класса. Значит, коллеги, здесь зависит от конкретной ситуации. Мы знаем, что немецкий язык изучается в школе в качестве первого и второго иностранного языка. Если у вас есть ребята, которые готовы принимать участие уже с 4 класса, ради бога, пожалуйста, допускайте их, пускай они формируют свои уже навыки и принимают участие в олимпиадном движении. Здесь ничего не возбраняется, это конкретная ситуация в конкретном регионе. И поэтому в зависимости от того, как у вас выстроена работа по немецкому языку в школе, вы так организуете участие ваших ребят. Спасибо. Задания очень трудные для общеобразовательной школы, особенно для семиклассников. Страноведение всегда раньше было спасательным кругом, а сейчас они такой глубины, что-то можно изменить. Такие задания как раз убивают мотивацию. Спасибо большое, Людмила Ивановна, вас слышу очень хорошо. Значит, смотрите, мы стараемся, конечно, задания для школьного и муниципального этапа вы разрабатываете сами. И, соответственно, их глубину вы измеряете также. Что касается регионального и заключительного этапа, то напоминаю, что с 2014 года мы на самом деле тематику даем вам заранее.
И позвольте все-таки выразить тоже свое отношение, свое мнение к этому. Понимаете, в чем дело? Это зависит от тренера и от учителя, от человека, который отвечает за олимпиадное задание. Если мы не будем готовить и развивать культурный фон наших учащихся, то они будут работать у нас все время только в тестовом режиме и все время будут работать в режиме «да» или «нет». А нам важно, чтобы у них развивалась коммуникативная компетенция. Единственное, что мы себе позволяем, да, сделать, и мы стараемся все-таки уйти от, скажем, да, вот такого обычного подхода, который принят в системе государственной итоговой аттестации, по одной простой причине. Все-таки мы нацелены на то, чтобы выявить талантливых и одаренных детей, лингвистически одаренных детей, те, которые дальше могли бы развиваться и в области немецкого языка и культуры. И, к сожалению, если они будут только нацелены на то, чтобы дать правильный ответ, не задумываясь, то мы своей цели не добьемся. И это не очень хорошо может сказаться потом на Олимпиаде. Конечно, мы учитываем ваши пожелания, стараемся всячески идти навстречу, и нам уже прозвучал тоже вопрос от ряда коллег. Значит, да, вы знаете, традиционно мы делаем 2 темы в страноведении, об этом еще сегодня скажу, но я так понимаю, что 250-летие Людвига ван Бетховена никому не помешало, а вот вторая ситуация, связанная с ковидом, связанная, да, с эпидемиологической обстановкой, она немного напрягает. Вот мы в своих заданиях постараемся ограничиться деятельностью Роберта Коха, и мы это обозначили, но мы не можем его вести только как Роберта Коха, минуя глобальный контекст, минуя все его окружение, минуя других ученых и медиков, которые работали в то время и которые тоже создавали общий такой фон. Напомню также, понимаете, в чем дело, мы же развиваемся дальше. И если, например, в Москве, я приведу пример Москвы, например, реализуются такие пилотные проекты, как инженерный класс, как медицинский класс, как IT-класс и так далее. Это означает, что нам понадобятся специалисты, владеющие немецким языком в определенной области знаний, в том числе и в медицине, например. И здесь мы предвосхищаем события, естественно, и формируем соответствующий пул. Коллеги, мысль человеческую не остановить. И, конечно, нам очень важно, чтобы мы учитывали и единицы специальной лексики, и терминологию, и чтобы все-таки наши ребята находились в актуальной среде, то есть чтобы они владели тем материалом, который является сейчас настолько важным для нас всех, что ими пестрят и газеты, и журналы. Это все время транслируется, эта информация все время представлена в средствах массовой информации, на телевидении, в интернете и где хотите. И поэтому, конечно, нам с вами тоже придется потрудиться. Единственное, что мы стараемся делать, это все-таки давать такие вопросы, которые расширяют кругозор наших участников олимпиадного движения. Потому что им дальше жить с этими знаниями, а мы должны все-таки помочь им в работе. Так, следующий вопрос. Первый или второй язык имеет значение? Вы знаете, мы стараемся формировать свои задания таким образом, чтобы все-таки была задействована эвристическая составляющая. Понимаете, если, например, даже ребенок чего-то не знает, он может методом исключения прийти к правильному ответу в тестовых заданиях. И поэтому в данном случае вот первый или второй иностранный язык такой роли играть не будет, потому что мы проверяем эвристическую, да, такую вот компетенцию или компетентность. То есть ребенок работает здесь методом исключения. Кроме того, в заданиях всегда мы предусматриваем подсказки. Что бы там ни было, вот, например, лексико-грамматический тест, когда, да, и мы с ним, над ним работаем с вами, мы понимаем, что где-то есть отделяемая приставка, где-то есть согласование времен, где-то есть порядок слов. То есть вот эти микроскопические подсказки вот для ребенка, который изучает иностранный язык, в нашем случае немецкий язык, это всегда очень сильно помогает, и они в большинстве своих случаев справляются с этими заданиями. У нас есть статистика, которая об этом говорит. Да? Поэтому, коллеги, учите внимательно читать ваших ребят, и работайте немножечко на опережение. Полина Алексеевна задает вопрос. В порядке обозначен 4 класс только по русскому языку и математике. Порядок пока не обновлен и является нормативным документом. Коллеги, да,
Не всегда нормативные документы успевают за реальной ситуацией. Мы просто обращаем ваше внимание на то, что если к вам придет четвероклашка, то он принимает участие точно так же, как и все остальные в олимпиадном движении. И если он соответствует этому уровню, и только руководствуясь порядком, если вы его не допускаете, наверное, это будет не очень правильно. Смотрите по реальной ситуации. Так, Вера Васильевна пишет, если немецкий преподается в качестве второго языка, то ученики не могут соревноваться наравне с теми, кто учит немецкий язык со второго класса. Дорогие коллеги, мы исходим из следующих соображений. Это Олимпиада, и она направлена на выявление талантливых и одаренных. Если нам нужно выявить уровень, скажем так, общий или средний уровень владения иностранным языком, в данном случае немецким языком, то, соответственно, мы тогда обращаемся к инструментарию государственной итоговой аттестации. Мы работаем с вами в системе ОГЭ и ЕГЭ. В данном случае у нас целеполагание все-таки несколько иное. И поверьте мне, вот тот ребенок, который лингвистически одаренный, и даже если он изучает немецкий язык не со второго класса, что, к сожалению, случается все чаще и чаще, но, тем не менее, его лингвистической такой находчивости никто не отменял. И еще раз повторю, что все задания, которые подготовлены нами на более поздних этапах, да, на региональном и заключительном этапах, мы стараемся сделать так, чтобы пороговый уровень все-таки все ребята проходили. И все ту информацию, которую мы от вас получаем, и, соответственно, да, все то, что мы проверяем, или то, что возникает в ходе перепроверки или в ходе наших совместных консультаций, мы с вами приходим к выводу о том, что очень многие вещи зависят от нас с вами и от тренеров. И если мы готовим ребенка к олимпиаде, к олимпиадному движению, то мы учитываем, что речь идет не о среднестатистическом, да, участнике, а все-таки о том, что мы стремимся выделить лингвистически талантливых, одаренных ребят. То есть поднакопилось. Так, это пока у нас вопросы были здесь. Сейчас я вот. Так, коллеги, почему нет устного тура в английском языке? Все-таки немецкая грамматика гораздо сложнее английская. Stimme ich völlig zu, полностью с вами согласна, но значит, здесь тоже немножечко другое целеполагание. Поймите, английский язык у нас представлен везде и повсеместно. Не могу согласиться с тем, что да, все равно сегодня английский язык рассматривается как лингва франка. Во многом это достаточно искусственный конструкт и искусственное, да, такое вот распространение английского языка. Но дело в том, что есть не менее распространенные, не менее значимые языки. И произошло вытеснение других иностранных языков за счет английского, по крайней мере, в системе школьного образования, мы об этом с вами знаем. И то количество людей, которые принимают участие в английской олимпиаде, там немножечко другая задача стоит, нежели чем у других иностранных языков. Мы стараемся консолидировать и не растерять всех тех, которые изучают в настоящий момент редкие и, позволю себе слово, малые языки, к которым относятся, к сожалению, уже и немецкий, и французский, и испанский, и итальянский, и китайский, невзирая на количество говорящих людей на этих языках. И по этой причине, кроме того, устный тур, представьте себе объемы. Одно дело, когда у нас все-таки в регионе, да, там или на местах принимает участие обозримое количество участников даже на школьном или муниципальном этапе, и понимаем то, что тысячи, например, работ, которые нужно проверить, будет на английском языке в результате проведения устного тура, что это достаточно трудоемкая вещь. То есть здесь мы просто тогда столкнемся с такой проблемой, что у нас жюри будут работать круглосуточно, и пока все аудиозаписи будут прослушаны, все видеозаписи будут просмотрены, а это тысячи детей. И здесь мы просто считаем, и с коллегами мы об этом неоднократно говорили, что в данном случае целесообразно, учитывая то, что английский преподается у нас повсеместно, и огромное количество курсов существует, и система дополнительного образования на это вся ориентирована, ради бога, да, то, в общем, есть другие возможности для того, чтобы подготовиться к более сложному устному туру, который уже состоится на региональном и на заключительном этапах. Поэтому вопрос о справедливости в данном случае или несправедливости мы считаем риторическим. К сожалению, это практика, и это сложившиеся обстоятельства и условия.
Речь не идет о том, что это справедливо или нет, это разное целеполагание, и это обычный практический прагматический расчет. Одно дело проверить 10 работ, 20 работ, 30 пленок прослушать или записи, а другое дело прослушать 1000, 2000, 3000 и далее по списку. Пожалуйста, временной фактор никто не отменял, и, в общем, это... Мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас коллеги весь год будут проверять только устное выступление тысячи школьников. А можно ли обозначить тему лингвистики? Да, коллеги, это я сейчас еще раз вам расскажу, это будут последующие наши слайды. По теме еще раз становления могу сразу же сказать. Первая часть, она посвящена Людвигу ван Бетховену и связана с его 250-летием. Это такое знаковое событие для наших немецкоязычных коллег. И второе, это то, что мы связываем с ситуацией пандемической, невзирая на то, что она нам может нравиться или не нравиться. Это самый актуальный сейчас материал, и поэтому ребята должны, конечно, владеть ситуацией и владеть той лексикой, той терминологией, которая сейчас представлена в средствах массовой информации и является темой номер один во всех зарубежных СМИ, немецкоязычных в том числе. И основной упор будет сделан на деятельность Роберта Коха. Но это вы еще увидите на слайдах. Так, по-моему, я ответила на все вопросы, которые сюда поступили. Коллеги, двигаемся дальше. Так, тема лингвостроновения, это мы уже с вами прошли. Коллеги, там по мере поступления... Так, скажите, пожалуйста, какой-нибудь документ учитель, который составляет задание, может в качестве подтверждения своей деятельности получить? Если так, то какой? Значит, обычно мы делаем как, дорогие коллеги, на уже заключительном этапе, да, мы работаем и на региональном этапе, когда мы сами составляем задание, такой необходимости у нас уже нет. Но надо будет подумать о том, может ли что-то сделать, да, власти, скажем, или может ли что-то сделать образовательная организация на своем уровне. Мне кажется, что сделать благодарственное письмо, скажем, да, от директора школы или, скажем, от органов местной власти вполне приемлемые и допустимые. В общем, можно только благодарить коллег, которые активно задействованы в олимпиадном движении. И, в общем, мне кажется, это достаточно будет здорово и приятно, конечно, если придет благодарность на школу, например, да, или, скажем, если директор или руководство образовательной организации отметит работу и, скажем, да, участие наших коллег, которые разрабатывают задания на высоком уровне, в том числе и у себя. Мне кажется, благодарственное письмо, грамота, все такие средства, они вполне уместны и только мотивируют наших педагогов и коллег, которые неравнодушны к олимпиадному движению и вообще к работе в целом. Дальше двигаемся. Коллеги, образцы, значит, здесь, да, можно посмотреть еще раз, какие у нас присутствуют здесь конкурсные испытания. Значит, чтение Leseverstehen, Hörverstehen, лексиsch-грамматische Aufgabe, Schreiben и Landeskunde. Еще раз просто посмотрите. И устный тур, то, что мы обозначаем как Freies Sprechen. Обращаю ваше внимание, что мы все туры сохраняем. По времени, коллеги, обратите внимание, да, что мы рекомендуем такие временные отрезки и такие временные периоды, но уже обратили внимание на то, что в принципе страноведение у нас занимает порядка 20 минут в реальности, да, чтение где-то ребята завершают в течение 45 минут, аудирование где-то за 20 минут, ну а сейчас мы это делаем уже в таком комплекте. И вы знаете, что при аудировании, в общем-то, участие дежурного по аудитории или организатора заключается только в том, что он должен вовремя нажать соответствующую кнопку на компьютере с тем, чтобы запись пошла. Да? Подготовка к устному туру, да, мы даем обычно час и прописываем час, но тем не менее мы знаем, что в реальности это примерно занимает 45 минут, но мы исходим из того, что пока дети вошли, освоились, пока не взяли там ручки, карандаши, друг с другом познакомились, это может занять какое-то время, и пока не все устроятся и займут свои места,
то, в общем, вот эти 15 минут как раз и уходят. Но реальное времени подготовки им достаточно 45 минут для того, чтобы подготовиться и один раз как минимум отрепетировать свое совместное выступление. Но, опять же, да, обращаюсь, к сожалению, нынешняя обстановка такова, информационно-коммуникационные технологии, такой запасной сценарий лучше иметь при себе. Так, проверка, да, здесь мы позволили себе с коллегами, знаете, что сделать? Немножечко описать, да, какие компетенции мы проверяем и почему, да, у нас сохраняются именно эти задания и почему мы ориентируем вас на проведение всех туров по возможности, естественно, и при наличии соответствующего оборудования. Но иноязычное, лингвистическое, социальное, социокультурное. Я не буду зачитывать весь слайд, но чтобы при составлении задания было понимание того, что аудирование, зачем оно нам нужно, зачем мы просим принимать активное участие в разработке лексико-грамматического теста, зачем нам нужно креативное письмо, зачем нам нужна лингвостроноведческая викторина и устный тур. Коллеги, я вас очень прошу, да, при возможности с этим слайдом ознакомиться тоже и посмотреть, чтобы самим вам тоже было понятно, почему мы это делаем, почему мы настаиваем на комплексном таком подходе и почему мы настоятельно вам рекомендуем учитывать все туры, если это возможно, конечно. Так, следующий слайд. Вот лингвостроноведение, хотя я уже ответила на этот вопрос, но, коллеги, обратите внимание еще раз, пожалуйста, да, речь идет о двух таких вот частях. Первая часть викторины, мы понимаем, она посвящена биографии творчества композитора Людвига ван Бетховена. Коллеги, еще на всякий случай, это новация, у нас ее раньше не было, но мы готовили списки рекомендуемой литературы и рекомендуемых источников, которые мы передавали в Академию просвещения нашим коллегам. И, насколько я знаю, они это также опубликовали уже на своем сайте. И дело в том, что вот эти вот списки, как сказать, да, они вам позволяют ориентироваться не только во времени и в пространстве, но и ориентироваться по тем типам заданий и по тому качеству, да, который мы от вас ожидаем. Вот с этими списками рекомендуемой литературы, на ту, которую мы опираемся, и, скажем, в части такой общей, и конкретных, как и при разработке конкретных заданий, мы вас очень просим учесть, потому что это хорошее подспорье, и это хороший такой добротный очень материал, который вы можете использовать самостоятельно при подготовке ребят к олимпиадным турам. Итак, Людвиг ван Бетховен остается, и вторая часть – это актуальные СМИ, в которых затрагивается тема вирусологии и вирусологов. И мы все-таки настоятельно рекомендуем обратиться к научному наследию Роберта Коха на фоне Рихарда Пфайфера и других, и посмотреть на предмет того, насколько их достижения оказались актуальными, в том числе и для российской медицины, для российской биологии, науки и для нашей врачебной деятельности. Обращаем на это ваше внимание. Критерии оценки, коллеги, это такой шпаргалкой мы для вас сделали. К сожалению, наше уже время постепенно да, истекает. Я предлагаю просто ознакомиться еще раз. Вот тут перечислены те случаи, когда вам придется работать совместно и принимать коллегиальные решения. И здесь вот на всякий случай для ориентира, что каждый правильный ответ – это 1 балл. Посмотрите распределение баллов по типам заданий и посмотрите, что нужно сделать в том случае, если расхождение, скажем, да, у экспертов составляет значительное количество баллов. Так. По устному туру, пожалуйста, пришел еще один вопрос. Почему-то действительно, Ольга Валентиновна, вот вижу, что пишет неравнодушный человек, да, тоже почему-то действительно в настоящее время тенденция участия в олимпиадах по немецкому языку действительно снизилась. И как привлечь и заинтересовать ребят в олимпиадном движении? Коллеги, verbum movit, exemplum tragit. Да, мы прекрасно понимаем, только наше с вами активное участие и неравнодушное отношение показывает, что ребята увлекаются и интересуются немецким языком и культурой. То есть если мы с вами вкладываем свои все силы, все свои интеллектуальные
возможности и ресурсы, то тогда у нас всегда будет с вами результат. Так, конечно, да, мы можем поговорить о том, что можно ребятам подготовить какие-то благодарственные письма, можем их привлечь к работе в кружках, пускай они выступают, как сказать, да, на иностранном языке перед достаточно большой аудиторией сверстников. Все это те моменты, которые мы можем использовать в нашей с вами совместной работе. Уважаемые коллеги, мне подают уже всяческие сигналы, на сегодня достаточно, поэтому я только благодарю вас за внимание и надеюсь, что сегодняшняя встреча была вам полезна. И очень хотелось бы, чтобы ваши ребята достигали хороших результатов, хороших успехов. А мы постараемся тоже все сделать самое лучшее со своей стороны. Удачи вам и хорошего настроения вам и вашим ребятам.